Прадед Марии Вьюгиной прошел всю Великую Отечественную войну с 41 по 45. Победу встретил в Берлине. Вернулся домой и прожил долгую жизнь. Похоронен рядом с супругой, труженицей тыла, на Архангельском кладбище. Несколько раз в год родственники приходят сюда, чтобы привести в порядок могилы и почтить память ветеранов. Я вот сегодня тоже принесла, скажем так, ему почувствовать его боевые награды, ордена. Уборка на могилах участников Великой Отечественной войны – это очень важно и патриотично, считает Хрия Халитова. Она – серебряный волонтер Победы. В движение вступила еще в 2018 году. Говорит, молодежь – это сила, а возраст – это опыт. На субботник пришла с мужем. Есть волонтеры-школьники, есть волонтеры-студенты и есть серебряные, серебро в висках. Это те люди, которые на пенсии. Мы дома не сидим, активно занимаемся общественной деятельностью. Сегодня в Татарстане стартовал международный субботник. Во всех городах и районах республики 55 тысяч добровольцев приведут в порядок монументы и воинские захоронения. Здесь, на Архангельском кладбище, похоронены воины, умершие в эвако-госпиталях столицы и военнослужащие Казанского гарнизона. За историю нашего движения волонтеры Победы благоустроили свыше 30 тысяч памятных мест. Прикасаемся к истории. Мы не только 9 мая. Это память героям, которые воевали, чтобы у нас было мирное небо над головой. Ежегодно в Татарстане волонтеры Победы приводят в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны. Помимо волонтеров в субботнике участвуют и родственники погибших защитников Родины. К международному субботнику сегодня присоединились жители Пестричинского, Арского, Нурлатского районов. Волонтеры Победы к началу мая благоустроят памятные места и в самых отдаленных селах республики. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.